Молодежь по праву можно считать самой активной, динамичной и прогрессивной частью общества. Однако в период предвыборных кампаний и непосредственно самого голосования на выборах она, как правило, занимает пассивную позицию. Хотя молодые люди сегодня имеют свое собственное мнение, процент участия молодых людей в общественной жизни региона очень мал. В связи с этим информированность молодых людей, особенно в предвыборный период, очень важна. Эта миссия возложена на средства массовой информации. СМИ должны организовать свою работу так, чтобы, с одной стороны, они работали в законном поле, с другой стороны, чтобы избиратели, телезрители, радиослушатели имели как можно больше информации для всего избирательного процесса и о кандидатах, естественно, конкурентах или участниках референдума. Радио и телевидение должны помнить, журналисты должны помнить, что у них есть очень важная миссия. Выборы всегда очень серьезно, очень ответственно, и выборы дадут те результаты, или результаты выборов зависят от степени информированности населения. По словам председателя Камрадского окружного совета номер 45, одной из немаловажных причин является тот факт, что молодые люди учатся в вузах Кишинева или других городов Молдовы. Для того, чтобы проголосовать в своем округе, они должны приехать в день голосования домой. Удаленность или неудобное месторасположение избирательного участка лишают желания добираться до него и тратить на это время, силы и средства. Если они проживают в общежитии, имеют желание, допустим, по Камрадскому избирательному округу, имеют желание проголосовать, есть возможность подать заявление в участковое избирательное бюро, соответствующий перечень документов, и они будут наделены избирательным правом, то есть смогут проголосовать здесь. Это в виде исключения делается только для студентов. Что касается открепления, то в этом плане изменений в законодательстве нет. Открепление будет действовать только по партийным спискам. Что касается одномандатных избирательных округов, то там действует территориальный принцип. Для того, чтобы понять, в чем причина того, что молодые люди не хотят идти на выборы, мы провели опрос на улицах Камрата, в котором приняли участие горожане и гости столицы. Многие респонденты говорили о недоверии к власти, другие ссылались на то, что молодые люди уезжают на заработки. Молодежь неактивна, потому что они видят, какой бардак в целой стране. Вся эта ситуация может измениться при условии улучшение материального благосостояния молодежи, чтобы они видели, что о них, так сказать, происходит забота. Поэтому это основной бич их безразличия. Значит, необходимо возобновить капитальное строительство не на словах, а на деле. Значит, построить специально дом для молодежи, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, в зависимости от детей, сколько, двое, трое там и так далее. И это даст первую возможность, чтобы человек здесь закрепился со своей семьей. Недоверие. Роль государства недоверия. Вот сегодня еще как бы выступает, очень красиво говорят. Аж не знаешь, как сказать. И одни верят, другие не верят, потому что надоело верить. И я считаю, что с молодежью должны работать и другая сторона, скажем. Выше 18 немножко должны работать там, где они обучаются или где работают у кого там. Потому что они больше на заработках, молодые. Молодые уезжают, им негде работать, зарплата мизерная. Потому что они хотят, наверное, себя обманывать. Молодежь неактивна, потому что их поддерживают их родители. Тенденция пошла. Это нам не убрать никто. Ни власть имущие, ни даже простое население. Каждый сегодня человек, в отличие от 30 лет назад, сегодня очень много сил отдают своим детям. Остается 10% молодого населения, которое рвется в работу намного интенсивнее, чем молодежь, которая старалась тоже 30 лет назад. И та молодежь сильнее нас, и она определит будущее. Современная молодежь в силу особенностей своего поколения не проявляет должного интереса к политике, что сказывается на отношении к избирательным кампаниям. И это несмотря на то, что сегодня, в век активного использования интернет-технологий, получить информацию о кандидате и его политической программе не представляется трудным. Однако на поверхность всплывает еще одна проблема. Изучив политику кандидатов, основная часть молодежи не понимает, как та или иная предполагаемая политическая платформа
платформа повлияет на их жизнь. В своих обращениях кандидаты редко говорят о том, как изменится жизнь нового поколения, что значительно сказывается на нежелании молодых людей голосовать, так как у них отсутствует представление той социальной картины, которая ожидает их при победе того или иного политика. Получается замкнутый круг. Кандидаты не обращаются к молодежи, потому что та не голосует, а молодежь не идет на выборы, потому что кандидаты к ней не обращаются. Мы выбираем тех, которые завтра будут руководить нами. И если нас это не интересует, тогда у нас и не будем участвовать на выборах, тогда не должно быть и претензий к тем, которые будут нами руководить. А если мы ответственные граждане, если мы хотим, чтобы в парламент на этот раз попали те кандидаты, которые достойны, которые знают, что такое законотворчество, которые будут делать правильные законы для страны, вот тогда будем считать, что мы участвовали в этом процессе, и у нас будут требования к ним. Если мы проголосовали, мы будем следить, чтобы они действовали так, как обещали. Ибо мы отдаем голос, но и не разум. Разум, голову мы оставим себе, чтобы наблюдать, увидеть, анализировать, как они будут себя вести. Чтобы человек имел свою гражданскую позицию и участвовал в политической жизни страны, родители должны с детства прививать ребенку мнение о необходимости социальной активности, приводя в пример себя. Если ни один член семьи никогда не голосовал на выборах и не интересовался политикой, естественно, ребенок примет эту модель поведения и в процессе взросления будет ее воспроизводить. Практика показывает, что молодежь выходит в малой степени на выборах, возможно, потому что разочаровались в качестве жизни. Но я хочу сказать, что если не выйдет молодежь на выборы, то качество ниоткуда, качество не будет лучше, качество жизни, потому что целый слой населения, каковым является молодежь, если будет голосовать и будет следить 4 года, как работает тот, за которого проголосовал, то изменится ситуация. И изменится так, как будет требовать эта молодежь. А если не пойдет, естественно, невозможно повлиять на качество жизни в будущем. Вот это очень простая эквация. Для привлечения и для доверия молодого поколения к выборным кампаниям необходимо дать им понять, что государство нуждается в их голосах. Именно поэтому стоит чаще говорить об этом в СМИ, читать лекции в образовательных учреждениях, организовывать как можно больше политических мероприятий для молодежи, организовывать в СМИ информативные передачи с участием молодежи. Я считаю, что каждый человек в нашей республике обязан проголосовать, потому что каждый голос на счету. И думаю, тоже пойти на выборы. Буду голосовать, конечно же, впервые, так как в этом году только достигла совершеннолетия. И думаю, мой выбор будет правильным. Я хочу дополнить. Я считаю, что каждый человек, достигнувший совершеннолетия, обязан пойти и проголосовать, так как только от нас зависит будущее нашего государства, только от нас зависит наша жизнь, и все это находится только в наших руках. Я думаю, что только мы вправе делать что-то хорошее, что-то правильное для нашего будущего и нашей страны. Поэтому каждый из нас, каждый человек должен обязательно пойти на выборы. По моему же мнению, обязан или не обязан человек идти на выборы в нашей стране, определяет сам человек, потому что в нашей стране нет, это не карается, и в Конституции не написано, что это обязательно, есть лишь право на то, чтобы пойти и голосовать. И по моему мнению, выбор остаться дома и не пойти – это тоже выбор. И если мы говорим о том, что люди не голосуют, скорее всего, из-за того, что их не привлекли кандидаты. Но я пойду голосовать лично. И почему я пойду? Потому что каждый голос важен для меня, я так считаю. Потому что если каждый человек будет думать, что его голос не важен, то по истечению времени никто не проголосует.
И это мое мнение. Я буду голосовать первый раз и надеюсь, что мой голос будет правильным. Конечно, я согласна с ребятами, с их мнением. Действительно, это очень важно. И у каждого человека есть право выбирать, пойдет он на эти выборы, не пойдет. Наверняка так и думает молодежь, ведь говорят о том, что молодежь, малый процент молодежи выбирает, ходит на выборы и голосует. Я тоже пойду на выборы 24 февраля. Я считаю, что это важно. Если у нас есть такое право, почему бы этим правом не воспользоваться? Отношение молодежи к выборам напрямую зависит от вовлеченности молодого поколения в политический процесс. При таком низком проценте участия в голосовании молодого населения страны можно только предполагать, как будет развиваться ситуация в будущем.